При виде таких славных малышей, как Артем и Никита, и не скажешь, что у мальчиков есть проблемы в развитии. Из-за сложности заболевания у детей наблюдаются протесты в поведении, импульсивность, растерянность, трудности в письме и чтении. Решить эти проблемы поможет реабилитация в центре «Импульс», где им проведут качественное лечение. Родители обратились к нам за помощью, потому что сумма за диагностику и курс реабилитации, она для семьи неподъемная. Более 500 тысяч рублей необходимо на прохождение лечения двум детям. Я уверена, что наши граждане, неравнодушные люди в очередной раз окажут поддержку подопечным фонда Ашана. Центр «Импульс», он находится в городе Сочи. Это наши партнеры, с которыми мы работаем более 3 лет. Они на практике доказали, что используют новейшие методы диагностики и лечения детей с различными нарушениями центральной нервной системы. Очень много детей уже прошли курс диагностики и реабилитации в этом центре, поэтому мы смело можем отправлять туда детей. Подопечному фонда Ашана Артему Минасяну 9 лет. Он очень любит лепить и рисовать, а также учить стихи. Но, к сожалению, органическое поражение головного мозга не дает проживать ребенку ту жизнь, которая есть у всех здоровых детей. Для мамы ребенка реабилитация в центре «Импульс» – единственная надежда. Вот как любая мама, мне хочется, чтобы в свои 9 лет он вел себя как 9-летний, не как 4-летний ребенок, не вот с этими игрушечками, чтобы трудно общаться со сверстниками ему. Вот просто вот даже в автобусе едем, если кто-то что-то скажет, все, это начинается у нас, я не знаю, просто. Поэтому... Вы уже проходили где-то лечение? Или Да, мы проходили лечение в нашем Сухумском центре. Хочу им передать большое спасибо. Очень они нам помогли. Мы вот ходили тоже курс 20 дней. Очень помогают эти курсы, поэтому очень надеюсь, что мы попадем в адрес сейчас Центр «Импульс», чтобы вот чуть-чуть его вот как раз перед школой немножко его скорректировать и поведение, и в общем, чтобы легче стало, жалко его просто. Важно отметить, что в центре «Импульс» используются методики, которые доказали свою эффективность в научных исследованиях, а оборудование соответствует последним научным разработкам. В реабилитации также нуждается Никита Киян, мальчик, за всю жизнь испытавший немало трудностей. Уже знаком с центром «Импульс». Бывший подопечный фонда «Киарас», он не раз проходил курсы лечения с неврологами, психиатрами из разных городов России. Также с Ростова приезжала психиатр из центра «Импульс». Впоследствии они все подтверждают обсессивно-компульсивное расстройство у него, синдром дефицита внимания, СДВГ, гиперактивность, ЗПР – это задержка психоречевого развития. Очень большие проблемы у ребенка с мелкой моторикой, ему очень трудно писать буквы даже. Сейчас вот где проходит обучение? Мы год промучились в обычной школе, я его перевела сразу с 1 класса в подготовительный, там не справлялся он все равно. И вот год он отучился в нашей вспомогательной школе, в коррекционном классе. Огромное спасибо директору, всем преподавателям. Они очень с теплотой относятся к ребенку. Все внимание, заботу, насколько возможно, они ему уделяют. Помочь Артему и Никите можно, отправив короткое СМС со словом «Добро», а также перечислив средства на фонд Ашана. Я призываю всех неравнодушных граждан нашей страны принять участие в оказании помощи двум прекрасным детям. Чем раньше мы окажем им помощь, тем раньше родители и мы увидим их результаты положительные. Уверена, что в очередной раз не пройдут мимо, окажут необходимую помощь нашим подопечным. Делай добро, и оно к тебе вернется. В наших силах помочь Артему и Никите исполнить их самое заветное желание – побороть болезнь. Ульяна Рожкова, Камила Джопуа, Абхазское телевидение.